посвящен 9 мая. В основном это будут песенки детские, и где вообще о войне ни слова не говорится. Поэтому вот сегодняшний праздник, наш сегодняшний этот концерт, он как бы результат, да, плод всего того, что произошло 9 мая, когда закончили войну победы. Есть возможность нам заниматься любимым делом, получать образование. Сегодня виновница нашего торжества. Ляйсам Хайрдина, встречайте. Ляйсамчик, который год у нас занимается, по-моему, третий, да? Не полный третий год, мне кажется. Или полностью 3 года? 4 года. Сейчас нам сколько лет, Ляйсам? 7. От 7 отнять 4? 3 года. Диас в 4 пришел. Миндияр где-то в 2,5. Делянура Рамильевна увидела мои такие удивленные глаза. Она говорит, а сейчас так даже человек, если не особенно разговаривает, процесс все равно идет. Чем раньше, тем лучше. Все, что мы перепили, мы долго, тщательно не готовились. У Лесани память нормально. Девочка была с неустойчивым голосом. И сейчас еще много предстоит работы. Благодаря родителям, особенно маме, она всегда верила, как все. Мама это делает своего ребенка. И Ляйсань трудилась и запела потихонечку. Она уже солисткой выступала несколько раз у нас. Возможно, вы видели, а кто не видели, сейчас увидели. Не всегда нам хочется петь. Человек-то поет, когда настроение хорошее. Или хочешь, не хочешь, приходишь на репетицию. Бывает, кажеляк келемізде. Мүгізсіз де, мүгізлі де, шунда кіріннәп, шли башлыбас. Она труженица, поэтому я предлагаю поаплодировать. Слова Резиды Валиевой, это казанская поэтесса. Перевод Евгения Китаева, музыка Газухага Ахунжанова, Хаяла Бака. Поэтому мы тихо сидим. Кто из детей не выдерживает, может подключиться. Пока не хлопаем, пока поем. Танцуют все. Быстрее, не успеете. В следующий раз выйти надо. Разговаривать нельзя. И двоим на пене споем вместе. Сон укрылся глубине, я поймать его хочу, плен злодея. Мальчишки выскочили сюда, покажем, как она прыгала, и девочки. Все быстрее сюда. Разве она так прыгает, девушка? Опять слова Резиды Валиевой. Музыка Газухага Ахунжанова. Кто хочет разговаривать, выходит туда в коридор. Здесь разговаривать нельзя. Громче вы!
песенка «На улице жарко», чтобы вы немножечко охладились. Мы споем песенку, написанную на стихи Лизы Валеры «Кар particular». Большой вклад. В переводе на русский горошинки. Да. Две сестры. Громко маленькие. А вас не слышно? Нет. Молодцы. Только курит грустки. Младший братчик вот уже растет прием, полчикнул, как взрослый поклон. Поможем, ребят, двояшки, прозвали нас двояшки, такие не поможешь, что мы совсем не братья, мы друзья. Двоих стало зовут одинаково. Спасибо, ребята, за поддержку. Поклон. Вместе. Народная песня. Конечно, был кто-то, написал поэт, композитор. Это событие 1812 года. Громко споем. И солдатушки брали. И я не слышу, где же наши жены? Наши жены пошли за рубежом. Поможем, споем все наши жены. Я смотрю, одни поют. Наши жены пошли за рубежом. Солдатушки, бравые петушки, где же ваши? Эх, не спел бы громко. Наши девочки славные победы, где наши? Зал что-то не
длина, она уже стоит. Ой. Вот. Ой, 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 ой. Невозможно на эту красоту смотреть. Так что берегитесь, парни. Дайте думались. Ансамбли делали. А самый первый театр это был татарский. В 2008 году столетие отличалось татарского театра. Потом появился русский, потом казахский. Вот. И потому как в зрительном зале какая тишина, если тишина есть, если не разговаривать, если стихи в день Китая, музыка как был как Ахунжанова, дождик, можно подпевать. Песенка, ее тоже все, многие знают, называется «Сосенка». Сосеночка, сосенка, в бору ты новичок. Маленькие дети чего хотят? Очень сильно. Взрослые. Помните себя маленькие? А? Они хотят побыстрее вырасти. Куда они торопятся, непонятно. А мы теперь уже стараемся дальше не расти, потому что расти будет уже живот и так далее. Пытаемся сохраниться. Все стоишь милый караван, и хочется это маленькие не подпевают. Ох, высокоярко. Молодец. Высоковатенькие нотки поете. И еще одна песня на стихи Евгения Китаева. Удирала стрекоза, перепуганные глаза. Скоро, скоро, ой-ой-ой,
мальчишками песня. Она тоже на стихи Агния Барто написана. Называется «Матросская шапка». Когда вы будете опять квакать, то желательно выскочить в один ряд. Еще равно пока не квакаем. Народная песня «Сандугаш-Кугашек». Все подпевают. Предупреждаю, обид, песня про любовь.
споет она сейчас нам песню на слова Абдрахмановой, «Пони» называется. Снимать родители всех. У кого-то лучше будет, получше пусть снимают. Зангархава. Но эту песню могут поддержать, потому что ее многие пели. Шумно в зале. Договаривай как следует. Не слышно тебя. А ну-ка, ребятишки, вместе. Эй, малыш, царя говорят, все иголочки стоят, а зубастый и клыкастый мешают и защитят.
Год, вот сегодня уже пели малыши, да? Скажи-ка, дядя, ведь не дали. А это татары и башкиры, покидающие, уезжающие на своих конях из Оренбурга, пели эту песню, расставаясь. И там вы услышите, что, возможно, не скоро вернемся, возможно, и ранеными вернемся, а возможно, головы с лужами останется там на века. Песня называется «Оренбург халал». Эту песню, видимо, от своей бабушки, или от деда, или от кого, или от мамы услышал Салават Хадиев, и он первый ее вынес. Старинная песня. При повторе можно петь все вместе. Thank you.
фашистская Германия, Лейсан Хайреддинова. И опять в новом наряде. Это редкие аплодисменты называются. Важно сохранить свою культуру. Еще одна песня, она называется «Наурус». Слова Дамиткина Мурабаевой. Которая называется «Аниляр Байрема».
ней, вот как с вами сидеть, чаи распевать, и не один раз. На ее стихи писали самые лучшие композиторы татарские. Яхин в том числе, пианист уникальный, и композитор у них уникальный. Сара Садыкова писала на ее стихи. Такая с молоду у нее вот это все пошло, и до конца своей жизни она занималась любимым делом. И в завершение нашего концерта «Пони», только теперь уже на русском языке, стихи «Юный морец», музыка, к сожалению, не помню чья, может быть, даже чита Никитиных, они вдвоем пели. Слова Никитины, да? Ну, классно. Отметили День Победы, подняли настроение друг другу. И самое главное, что у нас Ляйсак состоялась как певица, которая может работать весь концерт. Поаплодируем ей, да?